Недавнее исследование, проведенное при финансовой поддержке Всемирного банка и Фонда народонаселения ООН, показало, что 46% семей в Грузии предпочитают иметь мальчика, только 9% сказали, что хотели бы девочку. Многие женщины признают, что хотя бы раз делали аборт с целью выбора пола ребенка. Я вышла замуж 5 лет назад. 2 года не было детей. Лечилась, и когда наконец забеременела, выяснилось, что у нас будет девочка. Для меня не имело значения, родится ли девочка или мальчик, но, как это часто бывает в грузинских семьях, все хотели, чтобы первенец был мальчик. Мой муж был против рождения девочки и заставил меня сделать аборт. Гинеколог и директор роддома Имеди Давид Кобишавидзе говорит, что селективные аборты делаются, как правило, во время 2-й или 3-й беременности, и число детей, не родившихся в результате селективных абортов, на самом деле гораздо больше. Менталитет грузинских мужчин диктует, что если в семье первый ребенок девочка, то второй уже обязательно должен быть мальчик. Как правило, мужья заставляют женщин делать аборт. К сожалению, это так. За последние 20 лет около 30-35 тысяч детей не появлялись на свет из-за того, что они были женского пола. Регуляции в отношении абортов начали ужесточаться в Грузии в октябре 2014 года, когда было законодательно запрещено проведение абортов после 12 недель беременности, с исключением на случай изнасилования или по медицинским показаниям. Но этого вряд ли достаточно. Наверное, следует поручить государству урегулирование этих вопросов, как с точки зрения образования, так и наказания и запрета. Следует запретить сообщать родителям пол ребенка в период, когда плод еще такой маленький, что от него можно легко избавиться. Как предсказывают демографы, с 2017 года в Грузии начнет сокращаться население, и уже через 50 лет грузин можно будет заносить в список исчезающих этносов. Это связывается с резким уменьшением числа женщин, которые входят в группу потенциальных матерей. С 1990 по 2000 год в Грузии родились вдвое меньше девочек, чем в период с 1980 по 90 год. Этот дефицит и сократит население страны на 1 170 000 человек. Георгий Задгинидзе, Хатия Гогохия, Тбилиси.